Урметлі достар, біз ісе тамам яңы саатны гүзел ойыннен қаршыладық. Девам етеміз ве кенеде гүзел сувет или оны девам етмеге істейміз. Невбетекі қысмымыз, мирақлы бір мирасим ақында, да doğrusu öyle бір акциялар ақында сізге тариф етмеге істейміз. Олардан бірісі, әлбетте тамам шымды біздің студиямызда оның декілері тариф етecek. Әлбетте ве біз мемнениет или біздің мұсафирлерімізні тақдим етеміз. Біздің студиямызда Русское единство регионлар араджама тешкілятның мудирі Наталья Сырбу ве Будем милосердный Хайрия фондының президенті Нонна Бахарева. Селям алейкум, доброе утро. Рада приветствовать вас в нашей студии. Как настроение? Доброе утро, настроение прекрасное. Рабочее. Рабочее. Отлично. А в эти дни в Республике Крым уже стартовала такая акция под названием «Белый цветок». Все-таки расскажите, что это за акция и в чем ее основная идея? Наша акция «Белый цветок» проходит в Крыму уже в 6-й раз. Начиная с 2015 года мы ее проводим по разным городам Крыма. Это уже была и Ялта, и Симферополь, и Феодосия, и Евпатория. В этом году основным местом проведения нашей акции будет Керчь. Но, несмотря на это, вообще основной день – это последняя суббота сентября. Но в этом году мы решили акцию начать раньше. И наши помощники, наша поддержка, торговые сети, сети автозаправок, они уже работают с нами в направлении вот нашей акции «Белый цветок». В эту субботу, 19 сентября, акция будет проходить в Симферополе и в Феодосии. И 26 сентября закончится празднованием в Керчи. Что включает в себя в нашу акцию? В этот день обычно проходят ярмарочные ряды, проходят выступления каких-то творческих коллективов. И все собранные деньги в этот день и вот в предыдущие дни мы равными долями распределяем между благотворительным фондом «Будем милосердны» и между ОНО «Крымский детский хоспис». Вот сегодня со мной пришла председатель этого фонда Нонна Бахарева, и она расскажет, наверное, вот подробнее о работе именно их фонда. Нонна, да, расскажите о работе фонда и куда пойдут собранные средства, вот те средства, которые будут собраны в течение этих нескольких дней. С 2014 года, слава богу, уже теперь получается нам лечить детей в высокотехнологических больницах, клиниках в городе Москвы, Петербурга. Мы отправляем детей туда на лечение. И поскольку мы являемся еще партнерами, друзьями Русфонда, московского крупного фонда, если нужны средства на лечение, которое невозможно организовать в границах нашей большой страны, Русфонд нас поддерживает. Мы в этом году только отправили, пока у нас не начался карантин, в начале года у нас получилось в Японию отправить ребенка на лечение. Там очень дорогостоящее лечение было и тяжелый диагноз, и только там могли оказать помощь ребенку. Но возник вопрос с перелетами. Государство оплачивает лечение, государство оказывает поддержку, закупает препараты, но оплатить авиаперелеты, вообще дорожные все расходы государство не может, поскольку государство не может это предсказать в будущем, сколько финансов нужно на это выделить. Ну, невозможно запланировать бюджет, не понимая, какие примерно деньги нужно на это выделить. Поэтому появилась такая акция «Срочный билет». Срочный билет, поскольку наш фонд 15 лет находится, вот у нас уже такая дата, 15 лет в Республиканской детской больнице. Именно там работают главные крымские специалисты детские, и там проходят консультацию и лечение детки со всего Крыма и города Севастополя. У нас есть связь с врачами и с родителями. Ну, до карантина, опять же, мы раз в неделю приезжали в больницу, контактировали с родителями, мы видели детей, общались с врачами. Мы как некая такая третья сторона, которая слышим и одну сторону, и другую, находим тот путь нужный, который нужен маленькому пациенту.
Сегодня мы общаемся больше с врачами, конечно, поскольку вход в больницу сегодня невозможен в связи с карантином. И врачи нам сообщают о том, что вот ребенка можно ввести на лечение. Есть очень острые ситуации. Я не раз, уже вот в этом году у нас была ситуация, когда нам звонит начмед республиканской больницы, у ребенка возникли такие вещи, которые могли быть необратимы. И один начмед сидел, общался с Москвой, другой начмед организовал ребенка транспортировку в реанимобил, посадили туда врача. И нам позвонили, нас еще не было в больнице, и говорят, срочно нужно организовать билет и к трапу привезти. То есть мы узнали, на какой рейс ребенка везти, мы сказали, везите туда-то, туда-то, реанимобил подъезжает, мы вручаем билет, их забирают. И это доли секунды. И поэтому деньги эти должны быть всегда. То есть в таких, да, форс-мажорных ситуациях. Форс-мажорные. Я всегда вспоминаю девочку, которая... Вот уже это прошло уже 3 года, и никто не может понять вообще, что эта девочка была на границе жизни и смерти, потому что были последствия серьезной инфекции, и у ребенка отказали почки. У нас нет гемодиализа в Крыму, не было на то время для таких маленьких детей, ей 3 годика было. И за 40 минут я сидела на телефоне, занималась авиабилетами с моими помощниками, начмеды занимались клиникой, другие организовывали. То есть это такая общая работа, и вот эта вся акция называется «Срочный билет». Приехали родственники, все увидели своего ребенка. Ну, вы понимаете, что такое, если прекратят работать почки, это смерть. Мы, конечно, все молились, мы никуда не разошлись, мы ждали, пока самолет приземлился, ребенка забрали. Если вы сегодня увидите ребенка, вы никогда бы не подумали, что такое было. Все замечательно, все хорошо. И это просто были последствия лечения. И, конечно, есть онкогематологическое отделение. Это то отделение, когда детям, они проходят тяжелое лечение. И в период курса химиотерапии у детей очень резко падают лейкоциты. И между курсами их обязательно нужно перевозить на консультацию к главным специалистам, которые находятся в Москве. Это я говорю про рак крови, про опухоль головного мозга. И врачи нам звонят и говорят, лейкоциты выровнялись. Мы можем перевозить его срочно. А это, вы понимаете, это буквально полдня, день. И мы должны ускориться, быстро приобрести билет, организовать перевозку. Опять же, врачи договариваются, чтобы клиника приняла ребенка, записала на консультацию. И ребенок благополучно попадает к лучшим врачам. Поэтому сегодня и результаты лечения хорошие. Очень таких сложных отделениях, как онкология, ревматология, кардиология. То есть возможностей больше. То есть, да, в данной ситуации это не только умение собрать нужные средства, а все-таки сориентироваться в таких форс-мажорных ситуациях, да? Вся эта акция называется «Срочный билет». Вот именно на всю ту жизнь, которую мы проживаем в течение года, мы ее проживаем благодаря акции «Белый цветок». Сегодня я еще раз говорю, что возможно организовать, помочь, и Министерство здравоохранения идет навстречу на закупку препаратов, на оказание высокотехнологического лечения. Но все, что касается транспортных, перевести ребенка лежачего, это, во-первых, не все авиакомпании берутся, и это вот в летний период это 120-130 тысяч одно место только на ребенка. Еще сопровождающие. Ну, скажите, пожалуйста, многие ли могут у нас позволить платить такие деньги? К сожалению. Конечно, это сложно. Наталья, вы сказали, что сети заправочных станций и супермаркетов помогают в рамках этой акции. А скажите, пожалуйста, как проходит непосредственно сбор средств? То есть, возможно ли помочь вот непосредственно? Вот у меня, например, есть деньги, как-то могу ли я сделать это вот напрямую? Да, скажу. Про торговый центр я скажу, наверное. Один торговый центр города Симферополя. Это был вообще первый опыт у нас. Да. Они пришли и сказали, что они очень хотят участвовать в белом цветке, именно в акции «Срочный билет». Они когда узнали о маленьких пациентах республиканской детской больницы.
И с 6 по 16 августа, вот в течение этих дней, 10 дней, все чеки, которые были в этом торговом центре, 1 рубль уходил на белый цветок, акцию белый цветок. А сейчас сеть заправочных станций, 2 уже сети точно, у них будете заправлять бензин, обратите внимание, у кассиров размещена листовка с описанием нашей акции и продаются календарики по цене 10 рублей. Вот покупая этот календарик, на котором написано «белый цветок», вы уже становитесь участником нашей акции. И я призываю всех неравнодушных жителей Крыма, не проходите, пожалуйста, мимо, обратите внимание просто на эту листовочку и купите наш волшебный календарик. У вас, если есть, покажите, пожалуйста. Да, у нас есть фотографии, давайте продемонстрируем эти листовочки. В течение беседы, да, мы еще покажем эти афиши, так сказать, эти календарики. «Белый цветок» — такое интересное название, и, насколько нам известно, у этого названия такая глубокая история. Ну, вообще, конечно, белый цветок – это символ доброты, символ милосердия, символ, наверное, благотворительности. Но исторически эта акция получила свое название еще в начале XX века, когда представители царской семьи, члены царской семьи проводили такие благотворительные акции «Белый цветок», но тогда деньги собирались на помощь больным туберкулезом. Эта болезнь была очень распространена, к сожалению, в царской России. И вот эта акция проводилась ежегодно, и собирались тоже очень, ну, как бы приличные деньги. И оттуда вот пошло название, и пошли традиции нашей акции благотворительности и милосердия. Давайте покажем фотографии календариков. То есть такие... Это афиша, о том, что будет проходить в Симферополе 19 сентября. Там весь расписан график мероприятий. И вот листовка и 2 календарика, которые сейчас находятся на многих автозаправочных станциях, где вы можете их приобрести, и в супермаркете тоже одной нашей очень крупной сети, тоже на кассах продаются эти календарики. То есть стать участником этой акции можно только таким образом, то есть совершить покупку в этом супермаркете, на автозаправке, заправиться. И прийти 19 сентября в Екатерининский сад, где будут проходить гуляния. В 15:00 начнутся гуляния, посвященные акции «Белый цветок». Точно так же там можно приобрести поделку, какое-то кондитерское изделие и просто опустить свое пожертвование в коробку для сбора средств, которые будут опять же переданы фонду «Будем милосердны» и ОНО «Крымский детский хоспис». То есть на самом деле помогать людям очень легко. Легко, было бы желание. На самом деле, да. То есть приглашаем всех неравнодушных, кто заинтересован, потому что это действительно очень важно, и заниматься добрыми делами это даже нужно. Хотелось бы подробнее узнать все-таки о мероприятии. В субботу, вы сказали, пройдет это мероприятие. Что ожидает гостей и всех посетителей? Какова программа? В 15 часов начнется молебен от епархии нашей крымской, симферопольской. И дальше уже непосредственно вот, уже будут выстроены там ярмарочные ряды, где мы приглашаем всех желающих, где будут проходить мастер-классы от дворцов детского и юношеского творчества, где будет проходить сеанс одновременной шахматной игры с крымскими шахматными чемпионами, где будут проходить, значит, рестораторы также выставляют свои точки общепита, где будут продавать тоже свои изделия. И все вот эти собранные средства, то есть все до копеечки, все будет передано на расчетный счет и поделено между нашими 2 партнерами, фондом «Будем милосердны» и Крымским детским хосписом. Это такая хорошая возможность совместить полезное с приятным, да, конечно. Хорошо провести выходной день и в то же время заняться очень полезным делом. Если не ошибаюсь, и в Феодосии будет проходить. И в этот же день, будет
будут проходить мероприятия в Феодосии, и там же будет проходить бал Айвазовского для школьников, восьмиклассников. Это в рамках «Белого цветка», тоже ежегодно проходит благотворительный бал у Айвазовского, где участвуют восьмиклассники, со всех победителей конкурса эссе, которое проводится среди всех школьников Крыма. И тема этого эссе «Сердце, отданное людям». Вот ежегодно победители приезжают, для них проводится вот этот бал Айвазовского. И все это завершится непосредственно 26 сентября в В городе городе Керчь, да. Спасибо большое, что посетили нас сегодня, и спасибо в первую очередь за то, что вы делаете, потому что действительно это неоценимый труд, для которого всегда должен каждый человек найти время, я считаю, найти средства. И в первую очередь, как вы сказали, что основная задача здесь не только собрать нужные средства, да, не только организовать это, а вот вовремя сориентироваться, вовремя сплотиться и показать о том, что все-таки добро имеет место быть на нашей планете, и все люди способны творить добро, так или иначе. Что бы вы хотели пожелать телезрителям с утра? Я призываю всех быть с нами. Спасибо, что вы с нами. Спешите делать добро. Спасибо. Я хочу сказать, что человек, который делает добро и милосерден, он всегда благополучен. Вокруг него всегда собираются люди добрые, отзывчивые, и никогда люди подлые рядом не смогут находиться. Поэтому делайте добро и будьте милосердны, и помогайте всегда ближним. Спасибо огромное, что посетили нас. Ждем вас снова в нашей студии. Спасибо. Çok sağ olunuz. Hürmetli dostlar, yayınımızda devam ettiğimiz Nefbeteki kısmımız ile tanış olunuz, bizden ayrılmağız.